В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В прошлом году было выявлено 137 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. При этом на протяжении последних лет количество финансовых пирамид снижалось. Однако только за первый квартал 2018 года уже выявлено 45 организаций с признаками пирамид. И это на 50% больше, чем за такой же период прошлого года. Такие данные приводит Центробанк. И о том, какие виды мошенничества преобладают на российском финансовом рынке, почему мошенникам удается выманивать деньги у граждан и что нужно знать, чтобы не быть обманутым, мы сегодня узнаем у нашего гостя в студии. Финансовый советник инвестиционной компании БГ Сергей Сафронов. Сергей Серафимович, здравствуйте. Добрый день. Вот первый вопрос такой. В соцсетях пишут, что после показа фильма Мамонтова о финансовых пирамидах якутские кэшбэристы не на шутку забеспокоились. И вот кэшбэри – это все-таки финансовая пирамида или нет, как вы считаете? На мой взгляд, имеются все признаки финансовой пирамиды, часть, по крайней мере, из них. В первую очередь, это, конечно, высокая доходность. То есть кэшбэри предлагает от полупроцента до процента в день. То есть это получается 180-365% годовых. То есть это явно такой нереальный, скажем, доход, причем они это как бы не предупреждают о рисках, фактически гарантируют. И одно это уже настораживает. Кроме того, до этого у кэшбэри Банк России отозвал лицензию, исключил из реестра микрофинансовых организаций, и они сейчас работают как микрокредитные компании, которые, в принципе, вообще не имеют права привлекать денежные средства. Сторонних лиц. Вот. Поэтому я считаю, что действительно данная передача она достаточно актуальна. Именно нужно предупреждать людей до того, как пирамида рухнет, для того, чтобы люди, по крайней мере новые, не вступали в такого рода организации. А насколько на сегодня известно, человек состоит в кэшбэри? Якутский. Я точно сказать не могу, но судя по тому, что, скажем, они арендовали весной, по-моему, насколько я помню, спортивный комплекс «Дохсун» на целых 2 дня, и весь зал был полон. Достаточно большое количество участников. По такому поводу, вы говорите, есть все признаки финансовой пирамиды. Для наших телезрителей, каковы самые основные признаки пирамид, чтобы понимать, что если ты с чем-то сталкиваешься, что пирамида это или нет? Самые основные признаки, как я уже отметил, это сверхвысокая доходность. Это, как правило, сотни процентов годовых. Второе, то, что должно настораживать, это, естественно, отсутствие лицензии, отсутствие договора, или если в договоре нет указания о рисках, о защите прав. Также должно насторожить, если юридический адрес компании находится за рубежом, и если реклама достаточно агрессивная, призывающая вкладывать быстро и не задумываясь, если, например, есть бонусы за привлечение новых клиентов. Основные, наверное, такие. То есть по этим признакам, в принципе, можно попытаться определить именно пирамиду? Да, естественно, можно то же самое, скажем, поискать информацию в интернете. В интернете достаточно много бывает, тоже, скажем, информации, сколько компания работает, какая у нее репутация, и можно из этого сделать тоже какие-то выводы. В Якутии сегодня количество пирамид растет или нет? Точно сказать сложно. Судя, опять же, по той же программе Мамонтова, там в России сейчас более чем 200 финансовых пирамид, и ущерб нанесен уже только в этом году около 2 миллиардов рублей. То есть я думаю, что Якутия в этом плане почему-то очень тоже привлекательна для таких финансовых пирамид. Видимо, народ более доверчивый, такой менталитет северный. То есть, как чаще всего пирамиды строятся, по каким схемам? Схемы, как правило, они достаточно простые. Опять обещается высокая доходность, делается такая так называемая реферальная система, когда вознаграждается за привлечение новых клиентов. Как правило, организация регистрируется за рубежом, платежи делаются через на разные анонимные кошельки, через серые платежные системы.
для того, чтобы было сложнее отследить. Ну, примерно так вот. Мгм. Ну вот, а в какой момент обычно, вот, то есть что первопричиной всегда является вот разрушение пирамиды, то есть когда она начинает рушиться? Скорее всего, это вот когда перестает идти поток клиентов новых. Да, то есть вот здесь многое зависит, конечно, от организаторов, от их жадности. К примеру, там, скажем, чем больше процентов обещают, да, тем, соответственно, как бы больше выплат становится, и тем, соответственно, быстрее пирамида рушится. Если вот говорить о примере долгоиграющих пирамид, то самая известная большая пирамида, вот эта американская пирамида была Мейдофа, она проработала более 10 лет, пострадавших было несколько миллионов человек, сумма ущерба более 60 миллиардов долларов. Среди клиентов этого как бы инвестиционного фонда были крупные банки, европейские, американские, хедж-фонды и так далее. То есть распознать пирамиду иногда бывает достаточно сложно. Вот тоже, если брать местный пример, это вот Азиатско-Тихоокеанский банк продавал векселя, и Банк России, он тоже подтвердил, что это была организованная финансовая пирамида. То есть эти векселя были абсолютно пустой компанией ФТК, так называемой ООО ФТК, которые продавались населению, и гасила она эти векселя за счет новых приобретений. Вот. Ну вот в целом сегодня у нас население грамотное с точки зрения и финансового, да, опять же мы за историю там новой России, да, сколько пирамид у нас было, люди уже понимают, что это такое. Тем не менее, с пониманием пирамид они все равно вступают в них. С чем это может быть связано? Ну, здесь, наверное, несколько причин, да. Все-таки как бы многие воспринимают это как азартную игру, многие, да, понимают, что это пирамида. Вот. Допустим, если человек вошел один раз в пирамиду, если он потерял деньги, то ему хочется их обратно как-то отбить, и он идет в другую пирамиду. Если он, например, вовремя выскочил, ему это понравилось, он снова идет в другую пирамиду. Вовремя выскочить из другой пирамиды. Для того, чтобы еще заработать, потому что ему так кажется, что он может заработать достаточно легкие деньги. Вот, как правило, вступают все-таки люди со свободными средствами, или же вот кому-то приходится, ну, кто-то вот идет и там берет кредит и занимает. По статистика какая-то есть в этом плане? Ну, как мне кажется, что все-таки больше идут люди с низким достатком, да, которые, да, продают какое-то свое имущество, занимают деньги и под влиянием агрессивной рекламы или под влиянием там знакомых, родственников, которые их завлекают в эту сеть, они вносят свои деньги. А как можно вообще, возможно ли остановить, как-то бороться с этими пирамидами, или же все-таки они будут появляться? Бороться с ними достаточно сложно. Ну, во-первых, нужно, конечно, мне кажется, улучшать законодательную базу. Вот, того же, например, Мавроди в свое время он создал тоже огромную пирамиду, удалось посадить только за неуплату налогов, так как не нашлось другой уголовной статьи. То есть у нас, например, я считаю, что должна быть статья, да, именно об организации финансовой пирамиды, при этом с значительно таким строгим наказанием за это. Плюс, естественно, вот профилактика, то есть людей нужно предупреждать, что у такой-то организации есть признаки финансовой пирамиды. Вести какую-то она ведется, образовательная деятельность со стороны Министерства финансов, Банка России, может быть, это еще нужно начинать со школьной скамьи, например, должен быть предмет там финансовой грамотности. Как-то так. Сергей Серафимович, а существует ли какой-то вот реестр условно неблагонадежных там организаций рисковых? То есть, когда вот там тебе предлагают куда-то вступить, ты зашел в интернете на прям официальный какой-то сайт, посмотрел, находится ли эта организация в этом списке, стоит ли ей доверять, или пока такого нет? Вот я не слышал о таком официальном реестре. Вот, есть реестры, там, скажем, наоборот, подтверждающие, вот, допустим, есть те же самые там кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, которые подтверждающие легальность. Да, подтверждающие легальность. Но, к сожалению, этот механизм тоже он не всегда срабатывает. Если вы в интернете откроете там страницу, можно найти там объявление о продаже потребительских кооперативов, уже
те, которые и в СРО вступили, и те, которые в реестре состоят. То есть проблемы большой, там, скажем, это не составляет. То есть мошенники могут купить такой кооператив и под него привлекать деньги. Сергей Серафимович, ну давайте вот о хорошем, да, то есть в первую очередь люди в большинстве, мы так поняли, да, вступают в пирамиду, чтобы повысить свое благосостояние, возможно, вложить какие-то свои свободные средства, чтобы они работали, да, и вот если эти средства свободные есть, куда их лучше вложить? Вот опять же, банки сегодня, ну, банкам не сильно доверяют. Совсем недавно лопнул вот наш банк Тата. И вот насколько, кстати, ситуация с банками влияет, опять же, на популярность рисковых финансовых организаций, по их появлению, и куда стоит вкладывать свои деньги? Ну, вот ситуация с банками влияет, может быть, лишь в той степени, то, что достаточно низкая доходность депозитов. Может быть, из-за этого как бы частично население и идет, да, в пирамиды. Если говорить о том, где лучше, там, скажем, хранить деньги, то здесь я бы советовал, если у вас сумма до 1 400 000, то, в принципе, можно в любой банк, да, который застрахован. Если у вас сумма более чем 1 400 000, то, соответственно, ее нужно разбить по нескольким банкам или вкладывать в какой-то крупный государственный банк. Если вам хочется более высокой доходности, то есть инструменты фондового рынка, например, государственные облигации, облигации корпоративные. Можно вкладывать в акции, там гарантированной доходности нет, но доходность может быть гораздо выше за счет дивидендов и роста курсовой стоимости. Есть паевые фонды, есть государственная программа индивидуальных инвестиционных счетов, который позволяет увеличить доходность за счет налоговых вычетов. Ну, это вопрос еще такой последний, буквально в 2 словах. Насколько популярны, касается криптовалют, да, насколько в Якутии популярны сегодня биткоины, потому что в свое время тоже был какой-то ажиотаж, люди пытались вкладывать в них. Стоит ли это делать сегодня? Ну, в прошлом году, да, был очень большой ажиотаж. Я помню, очень целые команды приезжали, вот, останавливались в гостинице, там «Полярная звезда», в конференц-залах тоже проводили свои мероприятия, люди шли. Все это было связано, что биткоин очень сильно рос. Ну вот с декабря прошлого года биткоин упал в 3 раза, соответственно, интерес к этому инструменту явно снизился. Если говорить о том, стоит ли вкладываться в криптовалюту, ну, в принципе, какую-то небольшую сумму, там, которую вы готовы потерять, там, до 5% там, своего капитала, может быть, стоит и рискнуть, потому что криптовалюта – это уже данность, они будут существовать и вполне возможно как бы, и принесут доход. Сергей Серафимович, спасибо большое, что пришли, ответили действительно на полезные вопросы, дали полезную информацию. А я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами, берегите свои деньги.